Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Александр Федюнин. Сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы напоминают об ответственности за нарушение правил хранения огнестрельного оружия. Граждане Российской Федерации должны хранить принадлежащее им оружие и патроны по месту жительства, запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов, либо в деревянных ящиках, обитых железом, с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность и патронов, безопасность их хранения, исключающих доступ к ним посторонних лиц. За нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами наступает ответственность в соответствии с частью 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, либо лишение права на приобретение, хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года. 1 апреля дежурную часть отдела полиции Межмуниципального управления России Якутская поступило сообщение о том, что неизвестный проник в дом путем отжатия замка и с деревянного шкафа похитил огнестрельное оружие. В данном случае гражданин, владелец оружия непосредственно, будет привлекаться по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Одним из видов мошенничества является подделка паспорта транспортного средства. В Якутске количество граждан, пострадавших от действий злоумышленников, не уменьшается. Получается, что данные папки содержат именно изъятые документы у граждан, которые обратились в ГАИ для оформления купленных ими машин. Столько людей обманутых, которые остались именно без своих транспортных средств, без своих, получается... И человек купил машину, посмотрел, значит, на ПТС. Да. Там что? То есть, получается, просто заключена была сделка о купле-продаже транспортного средства именно на доверии. То есть, получается, я прихожу, мне человек доверие вызывает, да, все, машину осмотрели, машина понравилась. Приходим оформлять документы, то есть я уже деньгами рассчитались, как говорится, обменялись. Приходишь в ГАИ оформлять. А от сотрудников узнаешь, что данное транспортное средство является, попросту в народе говоря, распилом. То есть конструктором, который по закону мы не имеем права поставить на учет в соответствии с действующим законодательством именно Российской Федерации. Поэтому... А как подделывают вот эти паспорта? То есть сами паспорта, бланк, он оригинальный. То есть вполне возможно, что этот паспорт транспортного средства действительно являлся от Toyota Carina, однако же, например, с другим годом выпуска, с другим номером двигателя, двигатель сейчас не считается, номером кузова, которому, например, вот здесь вот путем подчистки, просто это конкретно, если брать случай, необходимо поднимать соответствующие материалы. Здесь чисто вещественные доказательства лежат, именно документы. То есть случаев много разных. Если так по-простому, например, у кого-то была машина, она пришла в негодность, там разбилась или там что-то с ней случилось. Да, авария и так далее. Паспорт остался. Да, паспорт у человека остался. Предприимчивые люди думают, что же мне сделать с этим документом? А дай-ка я сейчас посмотрю по, например, объявлениям, где продаются машины без документов. Все, машина без документов он находит, такие объявления, даже сейчас в наше время они легко вообще встречаются. Все покупает, подбивает транспортное средство под документы и продают как законное, абсолютно... да? Да. И продают абсолютно как законную автомашину. А когда человек идет ставить на учет в ГИБДД, да, что там выясняется? По данным, по учетам получается, что вот это ПТС, естественно, привязано к той старой разбитой машине, все выявляется, и, естественно, сразу же начинаются такого рода проблемы, как гражданин, который обратился, например, с постановкой на учет его транспортного средства, его хотят обвинить в том, что он хочет незаконно поставить на учет автомашину. То есть, получается, привлечь его за то, что его обманули, его хотят привлечь к ответственности, в данном случае к административной. А как избежать таких ситуаций? Очень просто.
Гражданам необходимо быть бдительными. В наше время очень много мошенников находится. Как бы человек ни выглядел, как бы он добродушно и красиво не говорил, необходимо перепроверять любую информацию. То есть в самом лучшем варианте приезжать сразу же с продавцом в ГАИ на переоформление документов. Все. Проверка, если не ошибаюсь, проверка легальности документов и приобретаемой автомашины, по-моему, 100 рублей. Вот, честно говоря, не помню. Вот, в общем, по карману каждому, я сумма думаю. совершенно Да, небольшая, совершенно 100 рублей нежели- любой человек может найти, если он собирается покупать машину. Нежели вы, сколько трудностей вы понесете. То есть это невосполнимо. Если вы уже купите эту машину, сотрудник изымает эту машину, она выдворяется на спецстоянку, и с этой спецстоянки она может быть получена только по решению суда. А решение суда у нас в каком случае будет положительным? Только если вы докажете, что она вам принадлежит. А вы доказать этого не сможете, потому что эта машина нелегальная. При задержании нетрезвой женщины сотруднику отдела вневедомственной охраны было нанесено ножевое ранение. Вы можете объяснить, за что вас задержали? Просто из дома побежал, меня муж убил. Меня муж сбил из-за того, что мы даже без клуба побежала без дома даже. А почему вы на сотрудника напали, на полицейского? Потому что мне руки больно сделал. А у вас в руке что-то было? Да, мне ножи. Нож был? Да. Так понимаю, что девушка там без обуви, может, вам какую-то помощь хотели оказать? А вы ударили ножом, получается? Нет, я убежала, и они меня поймали эти лица. А почему вы убегали-то? Я от мужа убежала, я покажи без обуви, даже мне душу не учу. Получается, мы тут стояли возле вот этого блокада. Я писал рапорт, получается. Вот сидел, вот, смотрел, где сейчас прохожий. Нож спрятала куда-то. Нож-то маленький. Вот так, И она вот так как-то держала, как-то да? вот так вот. Потом еще оборачивалась на нас. Вот так проходила. Я сразу... А где вы ее задерживали? Мы потом поехали, она еще не по пешеходному переходу перешла, а чуть посюда перешла дорогу до пешеходного перехода. Машины еще останавливались перед ней. И потом она вон туда, дальше пошла по тротуару туда и начала туда заходить налево. Вот где забор железный, видите? Вот железный забор, Да, за железным забором она зашла. Мы, соответственно, за ней повернули. Она, увидев нас сразу, повернулась и обратно прошла. Вот где вот С это? этой стороны уже, вот с той Ну стороны. где вот это ограждение, да? Вот Да. там перепрыгнула, да? Да. И начала убегать. Я вот там вышел, вот где начало ограждения. Напарнику сказал, за ней проследуй. Тут надо ее А в каком месте она поранила его? ранила. Вот тут где-то. Тут напарник за ней вот так побежал, за ней получается. Тут уже начал хвататься. И резко удар. Все. Вот здесь прямо на дороге, да? Я как раз подбежал уже и начал руку. На левой руке нож был. Нож упал. Наручники одели. То есть Напарник пошел обратно в машину, завел и сюда встал. Ему уже плохо стало. Он говорит, что это у меня плохо тут в районе шеи. То есть он даже не почувствовал сначала, да? Да, и начал показывать. Я посмотрел, у него уже там дырка была, кровь. Можно сказать, бронежилет спас. Без бронежилета были бы, естественно, еще похуже было бы. Ну, дежурному передал, что так и так девушка напала с ножом. Бежали, сказали скорую, что подправили. Напарнику плохо стало. Она судима, да, уже? Она судимая, ага. Можно сказать, бронежилет тоже спас. То есть если бы она... Чуть выше бы, то в горло ударил. Так удар обошел сразу. Этим ножом Пришел свой бронежилет. ударила.
значит, девушка гуляла по городу Да, с ножом. С ножом. Если не моего напарника, а может другого пока Кого-то человека. другого Да. могла бы, да, просто. Да. То есть, фактически, если бы вы ее не заметили, непонятно, что бы она вообще совершила. Какие у нее были намерения, да, если она с ножом бегала. Чтобы не лишиться велосипеда, никогда не оставляйте технику на улице, даже если вы на минутку заскочили в магазин. Китайского производства противоугонные тросы опытные воры срывают голыми руками, но и достаточно прочный трос легко перерезается с помощью кусачек. Похитить технику с лестничной площадки так же просто, как и с улицы, потому что домофон зачастую открывают незнакомцам, которые представились соседями. Здравствуйте, откройте, пожалуйста, дверь. Я ключ забыл дома. Обязательно сохраняйте документы на велосипед. Сделайте несколько фотографий своего транспортного средства, чтобы в случае кражи вы смогли доказать его принадлежность именно вам. Убедительно просим горожан не оставлять вещи без присмотра. Заводите велосипеды в квартиру. Используйте для хранения прихожую или балкон. Граждане должны помнить о том, что несут ответственность за сохранность своего имущества. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Бүгінмеген кітары Қампытын кырдалынан әме Әнме қәппетін бір тылы Әйегін таптыбын дебеті Бұста қабыл жаған мен бардым Қарама түге қәп Әйе қәппәті қәбіппен Bir тылы doğru Аты бар туранын оғану Себекки тұппутын кереспе Қарағын олара мен борбар Сыпсыластамақ болан түстілер Бұста қабыл жалан мен бардым Қараңа түге қәп Әйе қәппәті қәбіппен Bir тылы doğru Бұста қабыл жалан мен бардым Қараңа түге қәп